Доброе утро, дорогие телезрители. Телеканалы Якутия-24, НВК, Саха. Вновь приветствуем вас в это замечательное утро. 21 января, пятница, конец рабочей недели. И вместе с вами этот день встречаем мы, Дарья Анкехова и Павел Танин. Действительно, пятница, конец рабочей недели. Настроение, я думаю, очень такое веселое, бодрое, потому что совсем скоро те самые долгожданные выходные, которые мы ждали целых 5 дней. Поэтому, если в четверг, вчера еще не сильно хотелось улыбаться, то сегодня улыбнуться нужно прям с самого утра. Тогда день пролетит быстро, незаметно, и вот они, выходные. Паша, ну давай расскажем нашим телезрителям о том, что ждет нас в течение ближайшего часа. Ну, вообще, много всего интересного мы, как всегда, и приготовили, чтобы день ваш начинался с интересного, полезного, познавательного. Во-первых, мы познакомимся с одной женщиной, которая своими золотыми руками ваяет настоящие шедевры, и помимо этого, своими же золотыми руками она еще здоровье людям возвращает. Также, дорогие друзья, мы сегодня с вами научимся готовить кёрчах. Настоящий якутский десерт. И помимо этого познакомимся с одним из лучших тренеров Якутии по дзюдо. Действительно, который воспитал ни одного чемпиона республики, Европы и даже мира. Да, ну помимо этого будут интересные гости, с которыми мы поговорим на актуальные интересные темы. И помимо этого не забывайте про нашу страницу в Инстаграм _, Якутии, где все интересные материалы из наших выпусков вы всегда можете найти, посмотреть, пересмотреть, засмотреть до дыр и так далее. Да, дорогие друзья, если вдруг вы забыли что-то просмотреть, вы можете вернуться, отмотать и посмотреть наш выпуск на YouTube-канале. Ну и также напоминаем для вас о том, что Инстаграм-страничка наша работает 24/7. Если вы желаете отправить свои фотографии, видео, вопросы, возможно, пожелания, для вас есть вот та самая возможность. Отправляем на нашу Инстаграм-страничку свои пожелания, пишите на WhatsApp, ну и, конечно, не забываем о том, что мы работаем в прямом эфире. А значит, вы можете в течение часа отправить быстренько что-нибудь. Да, мы постараемся успеть это прочитать, потому что сегодня очень насыщенный выпуск, поэтому мы не будем затягивать, перейдем к главному. Во-первых, знаешь ли ты, Даша, знаете ли вы, дорогие телезрители, что такой несложный ритуал, как обычные дружеские объятия, способны поднять уровень гормонов успокоения, скажем так, в теле человека. Да и, в принципе, в стрессовой ситуации они способны успокоить человека и вот это чувство спокойствия ему как бы дать. Да, Паша, ты не зря заговорил за такой замечательный повод, ведь действительно обниматься нужно всегда, дорогие друзья, но сегодня нужно обниматься в 2 раза больше, потому что у нас сегодня праздник, Всемирный день объятий. Международный. Международный. Какие еще события сегодня можно отметить, какие праздники, именины, в конце концов, узнаем прямо сейчас. На календаре 21 января, пятница. Сегодня во всем мире отмечается один из самых необычных праздников – Международный день объятий. Он был основан в Соединенных Штатах Америки в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. Считается, что инициаторами этого праздника являются студенты. 21 января в России отмечают День аспиранта. Отмечать праздник стали не так давно, в 2008 году, и пока он носит неофициальный характер, но в научной среде получает все большее распространение, набирая популярность как среди аспирантов, так и среди преподавателей вузов. Свой профессиональный праздник, День инженерных войск, отмечают сегодня работники и военнослужащие инженерных войск России. Он установлен указом президента Российской Федерации в 1996 году, а с 2006 года этот день отнесен к памятным дням в Вооруженных силах Российской Федерации. По народному календарю Емелин день, Емельян зимний. В этот день принято угощать кума с кумой. Считалось, что это приносит здоровье детям. Приходя к званому обеду, кум и кума приносили с собой подарок – брусок мыла и полотенце. Кроме того, существовал обычай рассказывать сказки, небылицы, интересные истории. Для этого вся семья вечером собиралась в доме. Отсюда и известная поговорка «Мели, Емеля, твоя неделя». В этот день родились Джон Браунинг, американский изобретатель ручного огнестрельного оружия; Григорий Распутин, русский целитель, фаворит семьи императора Николая II;
Кристиан Диор, французский дизайнер, модельер. Игорь Моисеев, советский и российский хореограф, балетмейстер, педагог. Арно Бабаджанян, советский и армянский композитор. Пласидо Доминго, испанский оперный певец, дирижер. Дмитрий Харатьян, советский и российский актер театра и кино, певец, народный артист России. Именины сегодня отмечают Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Доминика, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил и Юлиан. В Якутии вновь ввели ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и сейчас под удар попали также театры, кинотеатры, дома культуры, потому что количество одновременно находящихся зрителей там сократили до 50% от вместимости зала. Действительно, а спортивные мероприятия сейчас будут проходить без зрителя. Да, но тем не менее творчество – это процесс такой, который всегда пробивает любые ограничения, сдерживания, поэтому процесс творческий не останавливается ни на секунду, пускай какой-то удаленный, урезанный формат, тем не менее придумывают люди, фантазируют, создают. И вот об этом мы сейчас поговорим с гостем. У нас на связи драматург из Санкт-Петербурга, которая не так давно переехала работать в Мирнинский театр. Это Ксения Савельева. Ксения, доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Ксения, мы приветствуем вас на якутской земле. И расскажите, пожалуйста, свои первые впечатления о городе Мирный. Холодно, но главное научиться одеваться. И мне нравится, что у меня много работы. Вот, мне радостно здесь находиться. Ксения, вы работаете в таком, интересном, возможно, даже новом, да, я, во всяком случае, ни разу не слышал про такое жанре под названием документальный театр. При этом у вас уже было множество проектов в других городах России. Вообще, расскажите об этих проектах и расскажите, собственно, что же это за жанр такой. Документальный театр, собственно, славится тем, что он берет реальные истории людей и каким-то образом их перерабатывает. То есть все основано на интервьюировании и на реальных историях. Вот, действительно, до того, как приехать в Мирный, я много работала в этом направлении. Вот, мы с друзьями в команде «Место» поездили по многим городам, делали там разные проекты, но все их объединяет только одно, то, что они были всегда на как раз основе реальных историй жителей этих разных городов. Вот. Здесь, в Мирном, я тоже уже успела немножко внедрить документальный театр. В частности, у нас прошел уже осенью тоже, была премьера проекта «И мы смеемся». Это социально-подростковый проект. Для нас сейчас важен этот вектор работы. Вот. И он заключался в том, что мы взяли существующую пьесу «И мы смеемся» другого драматурга Екатерины Дорн. Вот. И это придуманная история, и, собственно, мы добавили к ней еще реальные истории разных подростков, людей из разных городов, вообще по всей России. Вот. Тем самым как-то приблизили эту вымышленную историю к себе, к зрителям. Вот. Также могу поделиться, что тоже перед Новым годом мы провели лабораторию для наших мирнинских подростков, которая называлась «Мой предметный мир. Кукольный док». И как раз дети у нас через предметы, которые для них важны, рассказывали свои истории. Все это выросло в тексты, в такую небольшую инсталляцию в нашем выставочном зале. В общем, документальный театр — это такая очень работающая стратегия для написания текстов для театрального процесса. Мне кажется, что всем было любопытно, и зрителям, и участникам. Как зритель воспринимает вас, да? И вообще, чем отличается вообще мирницкий зритель от, допустим, того же смоленского зрителя, где вы были недавно, да, и работали над своими проектами? Да, но я могу поделиться, что я была впечатлена тем, что зрители всегда намного более бурно аплодируют, чем в Петербурге, например, и всегда обязательно встают на аплодисменты, выражая свои чувства по поводу спектаклей. Вот это как-то так. Я была удивлена, что это так здесь работает, и это здорово, конечно, большая поддержка для артистов.
для всех нас. Вот, не знаю, как мне воспринимают. Надеюсь, что с теплотой. Пока ничего я не слышала плохого. А как долго вообще планируете работать непосредственно в Мирнинском театре, в Мирном, радовать людей своей работой? На данный момент контракт у меня до осени, но я думаю, что мы его продлим. Возможно, немножко забежим вперед, расскажите, что нас ждет. Может быть, даже из города Якутска поедут Мирные специально на вашу очередную премьеру. Нам интересно продвигать вот именно подростковые вещи, потому что подростки — это те, такая довольно банальная фраза, да, что это наше будущее и так далее, но действительно это очень важная и интересная работа, чтобы у нас было больше друзей театра в виде подростков, поэтому мы придумываем сейчас социально-подростковые проекты, продолжаем это направление. Плюс сейчас активно проходит работа с Пушкинской картой, вот эта федеральная программа, когда подростки могут потратить федеральные деньги на то, чтобы ходить в театры. Сейчас у нас в разработке премьера по школьной программе. Вот мы ищем инсценировку какую-нибудь талантливую, хорошую. И также у нас есть... Понятно, что мы продолжаем договариваться с режиссерами приезжими, чтобы у нас был все время такой кипящий очаг в театре творчества, процесса и новых премьер. Фестивальные поездки, и премьера, которая у нас была тоже осенью по рассказу Мамина сибиряка «Озорник». Это спектакль «Азор», режиссер Лиза Бондарь и драматург Катя Августиняк. Это такая большая работа, которую провели артисты с режиссером. Театр был весь в этом. И сейчас у нас планируется целых 3 поездки на разные фестивали. Так что мы, надеюсь, побываем и в Якутске. Да, Ксения, мы тоже надеемся, что вы побываете не только в Якутске, но и на нашем утреннем эфире, уже здесь в студии, возможно, с вашими воспитанниками, да, и, наверное, может быть, мы и побываем на одном из ваших спектаклей уже в городе Якутск. Ксения, мы желаем вам реализации всех ваших творческих планов и чтобы пандемия свои корректировки сильно не внесла, скажем. Так, спасибо вам большое, что были в это утро с нами. Еще раз желаем всего самого лучшего и успехов. Спасибо большое. Спасибо. Ну а мы, дорогие друзья, сейчас прервемся на короткую паузу, после которой мы вновь вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия! Вашему вниманию последние события к этому часу. Космонавты Роскосмоса Антон Шкапляров и Петр Дубров с борта Международной космической станции призвали граждан не поддаваться на уловки преступников. В частности, с целью своевременного доведения информации до граждан в мессенджере Telegram создана группа «Мы вместе». Космонавты призвали граждан России соблюдать элементарные правила: не сообщать данные своей карты, не переходить по случайным ссылкам и предупреждать о возможных уловках мошенников своих родных и близких. Чтобы не потерять свои деньги, достаточно соблюдать простые правила. Не поддавайтесь на попытки запугать вас по телефону тем, что ваш родственник якобы попал в беду, что с вашей карты кто-то снимает деньги, пытаются оформить на вас кредит или совершить другую финансовую операцию. В таких случаях прервите разговор и перезвоните своим близким либо в банк по номеру на вашей карте или номеру, который указан в договоре на обслуживание. Если же кто-то в телефонном разговоре или в интернете требует назвать данные вашей карты, секретный код или же пароли, приходящие в СМС, знайте, что с такими просьбами могут обращаться только преступники. У якутского постпредства в Москве появится своя песня. Конкурс на создание музыкального произведения, посвященного столетию образования постоянного представительства при президенте России, объявили полгода назад. В финал вышли 3 авторские группы. По решению профессионального жюри победу одержал композитор Николай Андросов. Его песня прозвучала в исполнении известной артистки Сахаи. Музыкальное произведение на якутском и русском языках будет звучать во время официальных встреч, праздников и других мероприятий. Презентация должна состояться этой весной во время юбилейных торжеств в Москве. Это еще один способ познакомить жителей и гостей столицы с культурой нашей республики.
Мы также сегодня договорились, что создадим программу определенную продвижения музыкальной культуры нашей республики, и этнической, и классической, и максимально будем использовать возможности постпредства для того, чтобы наши исполнители, певцы, музыканты обязательно имели возможность как на базе постпредства, так и других залов Москвы, Санкт-Петербурга продвигать свое искусство. К другим темам. Экстремальный марафонский пробег «Полюс холода и Мекон» состоится 22 января. В марафоне будут участвовать 100 профессиональных спортсменов и любителей экстремального бега. Среди них есть бегуны из Арабских Эмиратов и Беларуси. Сегодня в селе Чурапча состоялась встреча участников. Государственный Чурапчинский институт физической культуры и спорта проведет обследование состояния организма спортсменов до и после пробега с целью научного исследования воздействия холода на организм человека при занятиях марафонским бегом в экстремальных условиях севера. Real exercise or real test of this kind of temperature cold. Меня зовут Ахмед Аль-Катери, я из Абу-Даби. Приехал попробовать свои силы на нашем марафоне, который состоится в Меконе. Все мои друзья называют меня сумасшедшим. Якутский Чисхан вошел в пятерку самых известных новогодних персонажей России. По итогам 2021 года подросло медиаприсутствие тройки традиционных лидеров. Деда Мороза из Великого Устюга, Снегурочки из Костромы и Морозка, которого пытается заземлить у себя Нижегородская область. А вот другие региональные новогодние персонажи показали кратный рост своей популярности. Так, в 2021 году Почта России отправляла новогодние запросы не только в Вологодскую область главному Деду Морозу, но и Чисхану, Урал-Морозу, Ямалу-Ири, Кыш-Бабаю и другим. Это «Утро Якутии». Мы встречаем новый день вместе с вами. 21 января, пятница на дворе. И пришло время для главного, я считаю, ритуала утра. Это что? Завтрак. Да. И шеф-повар ресторана «Чурмуран» расскажет нам прямо сейчас, как приготовить вкусный, отменный якутский кёрчах. Доброе утро. Меня зовут Сидоров Иннокентий, и я шеф-повар ресторана «Чурмуран». Будем готовить традиционный якутский завтрак. Для этого возьмем свежие сливки, 250 грамм, и будем их потихонечку взбивать тыком. Для получения именно нужной консистенции можно будет потом проверить. Только для этого понадобится время. Для кёрчиха нужны именно холодные сливки. Если взять комнатной температуры, они не будут взбиваться. Важно это запомнить. Главное не перебить их в масло. Также, это традиционный способ взбивания. Пользуемся тыком. А для домашней, просто для домохозяйки уже можно использовать блендер. Так быстрее и время экономичнее. Но если есть, например, дети, внуки, то вся фишка именно то, что можно будет потом дать тык, облизать ребеночку. Так, вот все мы взбили. И также можно заметить то, что все. Крем не падает. Спокойненько все. И если уже дальше взбивать, то мы перебьем его в масло. Для кёрчиха специально взяли брусничное варенье, которое заготовили этой осенью. Подаем кёрчих с вареньем и приятного аппетита. Такой традиционный якутский завтрак. Жительницу города Нерингри Анну Иванову знают как специалиста высокого уровня в медицинской сфере. Да, но близкие знают Анну Робертовну еще и как человека, который своими руками создает настоящую рукотворную красоту. И нашей съемочной группе удалось посмотреть на эти, не побоюсь этого слова, шедевры.
Уроженка села Сунтар Анна Робертовна – дочь педагога. Ее мама Евсеева Татьяна Дмитриевна всю жизнь работала в детском саду. И кому как не ей знать, как поставить детскую ручку. Обладая большой фантазией и трудолюбием, мама научила свою дочь рисовать, шить, вязать. Конечно, и любимым предметом в школе у Анны стала трудовая деятельность. После 5 класса мама мне сказала: свяжешь школьную форму сама. И вот после 5 класса летом, во время каникул, я связала себе школьное платье. Первое изделие, которое я связала, это была моя школьная форма. Потом уже все, костюмы маме, разные пальто, маме, себе, свитера. Кроме того, с детства Анна Иванова мечтала стать врачом. Целеустремленная девушка, которая хотела все знать и уметь, продолжала свое непрерывное развитие как в творчестве, так и в медицине. Сегодня у нашей героини 3 специальности, которые дополняют друг друга. Это сфера терапии, кардиологии и ультразвуковой диагностики. Я часто дежурю, и бывает, что прихожу домой с дежурства, села, все, меня уже не остановить, я уже забуду, что надо отдыхать, надо поспать, потому что завтра опять на работу. Нет, я могу сидеть ночами напролет, но когда все уже закончила, вот, да, я от этого получаю огромное удовольствие от своей проделанной работы. В 1993 году семья Ивановых переехала в город Нерюнгри. Время шло, и на полках магазинов стали появляться новые инструменты и материалы для рукоделия, и поле для творчества Анны Робертовны увеличилось. Сегодня женщина активно занимается предметами интерьера, которые украшают ее собственную квартиру, а также квартиры родных и друзей. Моя мечта — организовать выставку-продажу, потому что рукоделием занимаюсь не только я, но и мои коллеги-врачи тоже. Пандемия закончится, мы обязательно это сделаем. У Анны Робертовны 3 взрослых сына. Творчество, как проведение досуга, присутствует и в их жизни. А находясь в других городах, они по маминому заказу находят интересные предметы интерьера и привозят в родной дом. А Анна Робертовна преображает их, делая жизнь вокруг себя по-особенному красивой. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Какая красота, Паша, ты видел? Да, но можно еще кое-какую красоту наблюдать в залах Национального художественного музея в Якутске. Действительно, и мы сейчас познакомим вас с работами семейной пары. В 1963 году Катерина Кардовская, та самая Катя, которой Гумилев посвятил свое самое известное стихотворение «Акростих», подарила Национальному художественному музею произведения своих родителей Дмитрия и Ольги Кардовских. Урожденная Ольга Людвиговна Делавоз из потомков австрийских испанцев. При поступлении в Петербургскую академию художеств одна из 25 женщин сдала экзамен, за что получила от самого Ильи Репина похвальный отзыв. В 1900 году она вышла замуж за художника Дмитрия Кардовского. В их семье всегда бывали музыканты, писатели, поэты. Ольга Кардовская писала их портретные образы, а поэты посвящали ей свои стихи. Живописец, график Ольга Кардовская – одна из первых русских художниц, которая получила звание академика. Она художник Серебряного века. В экспозиции представлено ее произведение «За столом на террасе». На столе стоит самовар, как символ гостеприимства, уюта, беленые стены, белая скатерть, белые одежды показывают не только чистоту внешнюю, но и чистоту душевную, духовную. Вся семья освещена солнцем на картине. Эта картина написана в 1903 году, самый расцвет творчества художницы. По воспоминаниям ее друзей, Ольга Людвиговна могла с точностью, очень умело передать пережитое впечатление.
до мельчайших подробностей показать события, главных героев, их характеристики. И эта картина как иллюстрация ее счастливой, семейной и творческой жизни. Паша, умеешь ли ты собирать кубик Рубика? Ну, давно этим не занимался, но помню свой рекорд личный. Я его собирал за самое быстрое 3 минуты 17 секунд. Вот а 5-летняя Анна из Тбилиси собирает кубик Рубика, вы не поверите, ногами. И делает это она менее чем за 3 минуты. К такому результату юная рекордсменка пришла за полгода. Сначала Анна собирала кубик Рубика руками, а затем удивила домочадцев необычным подходом. На кадрах Анна собирает различные виды головоломок вместе со старшим братом Вако. Молодой человек – чемпион Грузии по собиранию кубиков Рубика. А также, по сообщениям СМИ, он является рекордсменом Гиннесса в сборе максимального количества стандартных кубиков под водой за один вздох. Мои дети очень талантливые. Особенно моя девочка Анна, которая собирает кубик не только руками, но и ногами. Она очень-очень умная девочка. Ну а говоря про личный рекорд, в 2021 году Анна участвовала в телепередаче «Грузия ищет таланты», где установила личный рекорд в сборке головоломок за 2 минуты 57 секунд. Замечательно. Ну, я бы, честно, хотела хотя бы раз попробовать собрать его вот хотя бы за те самые 3 минуты, но руками. Ну, на самом деле, самое быстрое, то, что видел я, кубик Рубик собирали, если не ошибаюсь, там буквально секунд за 15 весь, ну, 6 на 6, вот, не 6 на 6, там 9 на 9, сколько граней. Но да, это же настоящее соревнование. Возвращаясь к теме праздников, сегодня отмечается День аспиранта. Да, аспирантура – это на самом деле способ подготовки кадров с высокой квалификацией. Где в Якутске вообще можно пройти аспирантуру, на какие специальности в аспирантские, скажем так, выучиться, какие меры поддержки существуют для аспирантов. Об этом мы узнаем у нашего гостя. С нами на связи Нинель Малышева, директор Центра Департамента науки и инноваций Северо-Восточного федерального университета. Доброе утро. Доброе утро. Нинель Васильевна, подскажите, пожалуйста, где в Якутске можно пройти вот ту самую аспирантуру и по каким направлениям? Ну, во всех крупных учебных и научных организациях нашей республики можно пройти обучение в аспирантуре. Это, безусловно, Северо-Восточный федеральный университет, это АГАТУ, АГИКИ, Институт Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук и Институт мерзлотоведения Саран, а также в Институте геологии, алмаза и благородных металлов Саран. Например, в этом году наш федеральный университет реализует 50 программ аспирантуры по 23 направлениям подготовки. Если говорить про наиболее перспективные направления обучения в аспирантуре, да, то можно сказать, что особо востребованными за последнее время являются такие программы, как биохимия, экология, мат-моделирование, педагогика и юриспруденция. А какие вообще формы аспирантуры существуют? Кто куда может попасть, скажем так? Есть ли какие-то вступительные экзамены или что-то наподобие того? Что касается форм обучения, то есть и очная форма обучения, и заочная форма обучения. Обучение в аспирантуре осуществляется на бесплатной и на платной основе. Бесплатное обучение проводится за счет средств федерального бюджета, но при этом подготовка в аспирантуре за счет средств федерального бюджета, к сожалению, ограничивается местами по квоте контрольных цифр приема, которые ежегодно выделяются нашим учредителям. Могут поступить все желающие.
имеющие диплом специалиста или магистра, но при этом со следующего года, возможно, мы будем учитывать также на наличие научного задела у потенциального аспиранта. То есть под научным заделом мы понимаем наличие у соискателя публикаций, наличие у соискателя опыта участия в выполнении научных проектов, также на наличие результатов интеллектуальной деятельности, то есть это и наличие патентов, программы ЭВМ, базы данных, ну и участие в научных конференциях. Почему? Потому что с этого года главным результатом обучения в аспирантуре должна стать защита диссертации аспиранта, либо прохождение предварительной защиты кандидатской диссертации. Ну и для поступления необходимо сдать такие экзамены, как философия, иностранный язык и специальность, по которой соискатель планирует подать документы в аспирантуру. Нина Васильевна, а насколько аспирантура сейчас вообще востребована среди жителей Якутии? Ну, безусловно, да, аспирантура как одна из форм подготовки высококвалифицированных специалистов и как продолжение научной карьеры, она является одной из наиболее востребованных форм обучения. Ежегодно в аспирантуру нашего Северо-Восточного федерального университета поступает более 1000 заявок от выпускников нашего университета, а также от выпускников других научных организаций и высших учебных заведений. При этом необходимо отметить то, что согласно национальному проекту «Наука», все научные организации, высшие учебные заведения до 2024 года должны увеличить долю молодых исследователей до 39 лет до половины от всей доли сотрудников университета. Поэтому в этом отношении, безусловно, аспирантура выступает именно той формой обучения, которая готовит перспективных молодых кадров, которые планируют защищать кандидатские диссертации. Скажите, пожалуйста, вообще, что дает человеку обучение в аспирантуре, и следите ли вы за судьбой дальнейшей воспитанников научной работой, научной карьерой, даже я бы сказал, ваших аспирантов? Ну, что дает соискателю, да, обучение в аспирантуре? Это, конечно же, дает возможность продолжить те исследования, которые он проводил до этого, да, будучи студентом, уже на базе наиболее перспективных, востребованных подразделений. То есть, поступая в аспирантуру, соискатель может получить допуск, да, к тем же приборным базам, имеющимся в лабораториях или научно-образовательных центрах и нашего университета, и в целом научных организаций. Кроме этого, имея статус аспиранта, человек может подавать документы на различные конкурсы, не только на республиканские, также и на федеральные конкурсы. В последнее время, благодаря национальному проекту «Наука», на федеральном уровне проводится очень много конкурсов. Здесь необходимо отметить то, что в 2019 году впервые был организован грантовый конкурс для аспирантов в рамках Российского фонда фундаментальных исследований на подготовку кандидатской диссертации. Кроме этого, также нужно сказать о том, что на региональном уровне наши аспиранты получают большую поддержку. В прошлом году впервые в рамках Года науки и технологий в Российской Федерации при поддержке Министерства науки и образования Республики Саха-Якутия и при поддержке Академии наук нашей республики был организован грантовый конкурс для аспирантов также на подготовку кандидатской диссертации. То есть те аспиранты, которые планировали выйти на защиту
кандидатской диссертацией в 2022 году, они получали ежемесячную стипендию на выполнение своих научных проектов. Поэтому, безусловно, обучение в аспирантуре дает очень много возможностей нашим молодым исследователям с точки зрения получения дополнительной финансовой поддержки через участие в различных грантовых конкурсах, также и с точки зрения их участия в деятельности научных структур. В прошлом году в нашем университете мы открыли 3 международные научные лаборатории. Это было реализовано в рамках деятельности научно-образовательного центра «Север». Мы все знаем, что в 2019 году, в 2021 году наша республика выиграла очень большой престижный конкурс федерального уровня на создание научно-образовательных центров «Север». И задача этого центра, безусловно, заключается в подготовке наиболее перспективных молодых исследователей, результаты которых в последующем могут быть внедрены в те или иные предприятия, в те или иные производства, для того, чтобы повысить качество жизни населения на Севере. И вот в рамках деятельности этого центра на базе нашего университета было создано 3 лаборатории, и 60% сотрудников этих лабораторий являются молодыми исследователями до 39 лет. При этом здесь также были вовлечены и студенты. То есть на каждую лабораторию доля студентов, трудоустроенных студентов составляла не менее 30%. Что касается карьеры молодого исследователя, думаем, что сейчас такая возможность, в принципе, присутствует у каждого молодого исследователя, потому что именно на федеральном уровне подготовка кадров, востребованных кадров науки, выступает одним из приоритетных задач российской научной политики. Спасибо большое, Нинель Васильевна. Мы поздравляем вас с этим замечательным праздником. Хоть и праздник молодой, но я думаю, это отличный повод просто вообще вспомнить, что аспиранты у нас есть в Якутии. Они достойные, они двигают науку. И, конечно, благодаря им наше будущее, я думаю, станет гораздо лучше. Ну, аспирантура — это все-таки, конечно, такое что-то нестандартное для человека, не все этим занимаются. И есть еще одно, чем не все занимаются, но, тем не менее, заняться этим можно. Воспитанники модельной библиотеки в Алекминске приняли участие в конкурсе видеографическом под названием «Смотри, это Россия». Свою команду они назвали «Алекминчане». Да, казалось бы, название оно такое совсем заурядное, тем не менее результат получился не заурядным, потому что в конкурсе участвовало 3600 команд из 85 регионов России, и алекминчане заняли призовое место. Самые лучшие идеи можно воплотить в тесной компании. Так гораздо интереснее, и тем больше приходит этих самых идей. Команда сформировалась в короткие сроки, так как о конкурсе мы узнали через Инстаграм за несколько дней до начала подачи заявок. Предложили ребятам, и ребята с радостью согласились принять участие в конкурсе. Это наши постоянные читатели и активные волонтеры. Впрочем, ребята все расскажут сами, тем более им есть уже и что показать. Видеоролик о родной Алекме. Из города Алекминска, Республика Саха-Якутия. Алекминск – это не только 50-градусный мороз зимой. Один из старейших городов. В том году нам исполнилось 300. В ролике отражены чудеса великолепной природы, знаменитая скульптура. Со всем этим ребята познакомились гораздо ближе в процессе работы над роликом. Мы хотели сделать акцент именно на истории, на красоте, то есть на природе. Поэтому было выбрано несколько мест, а это именно памятник реке Лени, ну, естественно, природные места, Ленские столбы, сама красавица Лена. Был выбран аэропорт, так как это основное историческое место нашего города. И это был музей истории Якутии и земледелия. Впечатлений много. Мне больше всего понравилось, как мы веселились во время съемок этого ролика. И мне понравился сам итог этого ролика. Мы очень сильно старались. И получается, мы не зря старались.
Мне понравилось то, что мы съездили в очень многие места. Особенно мне понравилось, как мы съездили в музей. Нам рассказали про Ерофея Ереська, то, что он первый фотограф в Алекминске. В общем, было довольно-таки смешно, когда я записывал запись. Я постоянно, буквально с чего угодно смеялся, бесконтрольно. Еще мне понравилось, когда мы поехали вот в музей земледелия. Там мы узнали очень много о ямщиках и о Ерофее Ереське. Но, что важнее, для некоторых участников продолжение будет обязательно. Елена Фаст, Алекминск. Ну а мы, дорогие друзья, сейчас прервемся на короткую паузу, после которой мы вновь вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В Якутске прошло расширенное оперативное совещание Северо-Восточного линейного управления Министерства внутренних дел России. В ходе мероприятия были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2021 год. Так, раскрываемость преступлений за прошедший год составила 83,5%. На 12% увеличилось выявление преступлений по хищению чужого имущества, совершенных путем кражи. Отмечается снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, на 43%. В целом, по итогам года наблюдается положительная динамика, правильная организация и высокие показатели в работе подчиненных линейных подразделений. С положительной стороны отмечена организация работы по противодействию преступлениям экономической направленности. Выявлено в 3 раза больше преступных деяний, совершенных против государственной службы, и в 2 раза фактов дачи мелких взяток. В навигационный период 2021 года отделом по борьбе с преступными посягательствами на грузы в 4 раза увеличилось выявление преступлений, связанных с хищением горюче-смазочных материалов. Аналогично прошлому году остается выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом раскрыта деятельность организационного преступного сообщества. В этом году по программе «Земский учитель в Якутии» предусмотрено 15 квот. В прошлом году на 16 вакансий претендовали 74 педагога из 16 регионов России. В этом году подано 37 заявок, 10 из них с Якутии. Отмечается, что для участников программы в регионах Дальнего Востока выплата составляет 2 миллиона рублей, когда как по стране предусмотрен 1 миллион. По условиям программы учитель должен отработать в школе малого населенного пункта не менее 5 лет. Прежде всего, программа направлена на восполнение дефицита учителей в сельских школах. Муниципалитеты, в свою очередь, обеспечивают участников программы расходы на проезд и место проживания в населенном пункте. До 15 апреля мы принимаем заявки. Заявки принимаются на сайте zemteacher.edu.ru. А также полностью вы можете ознакомиться с данным проектом на сайте нашего Института развития образования и повышения квалификации. Основные требования – то, что учитель должен соответствовать по образованию, да, получается, будь то у него среднее образование, будь то высшее образование, тем специальностям, которые поданы в этих вакансиях, да, прописано в этих вакансиях. И, конечно, возраст не более 55 лет. В полицию Намского района обратилась местная жительница с сообщением о мошенничестве. Женщина рассказала, что, желая получить прибыль в сети интернет, вступила в переписку с пользователем социальной сети Инстаграм. В ходе переписки потерпевшая перешла по неизвестной ссылке, ввела данные своей банковской карты, в том числе ее защитный код с оборота, и перевела первый взнос в размере 20 тысяч рублей на счет, который ей сообщила злоумышленница. Далее в процессе обмана аферистка попросила ее позвонить в банк и подтвердить операцию, заверяя, что все средства будут перечислены обратно на ее карту, что и сделала женщина. После транзакции мошенница перестала выходить на связь, удалив с переписки все ссылки. В результате у потерпевшей были похищены более 97 тысяч рублей.
В Кемерово по итогам трехдневного визита Международного комитета игр «Дети Азии» в Кемеровскую область состоялась рабочая встреча президента организации Владимира Максимова с первым заместителем губернатора, председателем правительства Кемеровской области Вячеславом Телегиным. Основной темой для обсуждения стали вопросы подготовки ко вторым зимним международным спортивным играм «Дети Азии». Кроме этого, стороны уделили особое внимание образовательному проекту по развитию зимних видов спорта. Уникальная программа, которая позволит юным спортсменам из Азии повысить спортивное мастерство перед вторыми зимними международными спортивными играми, которые пройдут в Кузбассе. Стоит отметить, что проект поддержан Департаментом олимпийской солидарности. В результате его реализации Кузбасс станет центром подготовки по зимним видам спорта для стран Азии. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Спортивные победы нас радуют, и сейчас такой самый сезон, да, это того же сноуборда, о котором мы говорили вчера, это горные лыжи. Как сезон, смотря где. Конечно, в Южной Якутии кататься можно уже вовсю. В Якутске тоже можно. Ну, я посмотрю, как ты будешь кататься в минус 40, Даш, потом расскажешь. А тем временем один из зрелищных и любимых видов спорта в Якутии также это дзюдо. Причем наши спортсмены добиваются высоких результатов в этом виде спорта. А все благодаря тому, что очень много именно тренеров таких высококлассных, которые продвигают этот вид спорта. Золотые медали, кубки, дипломы. Плох тот спортсмен, который не мечтает обо всем этом. Но добиться успехов без хорошего тренера невозможно. И сегодня мы вас познакомим с одним из лучших тренеров по дзюдо в нашей республике. Дамдиндорж Гамбадорж – потомственный тренер. Любовь к этому виду спорта ему привил отец. Начало было в 10-летнем возрасте. Когда наша семья переехала, это был 93-й год, и отец мой тренер с собой привел в зал, одел кимоно и начал тренироваться. Из моих достижений это победил вторые игры «Дети Азии», был победителем. И выиграл мастерский турнир, выполнил норматив мастера спорта. Вот. В студенческие годы активно занимался, а потом уже по окончании учебы в Красноярске уже потихоньку уже определился с будущим своей профессии и начал тренировать потихоньку. Но лучше всего о тренерских качествах говорят успехи спортсменов. Первой подопечной Дамдина, которая показала результаты, была Татьяна Мисайлова. У меня ученица Татьяна Мисайлова, она из Якутии, которая, представляя Якутию, впервые стала победителем первенства России. В 2012 году еще это было в городе Ачинск. Ну и все это когда крылья вырастают, когда ты кого ведешь, и в итоге такие достижения, а потом хочется еще и еще, и оно немножко похоже на такую зависимость, наверное. 2021 год был, наверное, самым урожайным на медали для воспитанниц Дамдина. И впервые в истории якутского дзюдо сразу 7 представителей Якутии попали в сборную страны. Мы смогли завоевать медали со всех официальных стартов этого года, по всем возрастам, которые у нас проходят. Один из самых заметных – это, конечно, бронзовая медаль Нади Татарченко на первенстве Европы до 23 лет. Это у нас мы завысили свою планку. Вот. Если до этого у нас были по кадетам медали с первенства Европы и мира, сейчас уже по юниорам. И надеюсь, что в ближайшем будущем уже и по взрослым у нас пойдут медали с официальных стартов. Чемпионат Европы, чемпионат мира. Да, 7 из Якутии, представляющего сборную команду Якутии. В данное время, получается, 5 спортсменок уже во взрослой сборной команде и 2 спортсменок в юниорах. Нельзя быть хорошим тренером без постоянного самосовершенствования. На сегодняшний день Дамдин – единственный в республике тренер, который получил черный пояс в Японии, в Академии дзюдо. И я очень благодарен, что вообще мне посчастливилось побыть и расширить свой опыт тренерский. Ну и благодаря тому, что потом наши спортсмены начали туда приезжать, перенимать опыт, оно очень сильно их, конечно, подняло мастерство. Сегодня сейчас мы пожинаем такие плоды, это тоже результат той работы, которую мы провели в Японии. Дай бог, чтобы быстрее эта пандемийная история, все это закончилось, и когда границы откроются, будем уже и молодых тренеров туда на стажировки отправлять, чтобы они тоже прошли путь, который я прошел, чтобы получили настоящий японский черный пояс и дан, соответственно.
С началом Нового года стартовал и новый спортивный сезон. Пожелаем воспитанникам якутской школы дзюдо золотых медалей и первых мест на соревнованиях и вывести наш спорт на новый уровень. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Ну что ж, на этом наш эфир, к сожалению, подходит к концу. Мы бы еще с вами тут посидели, постояли, поговорили. Тем не менее, пятница, последний рабочий день недели. Хороших вам выходных наступающих, хорошей пятницы. А чтобы улыбка была на лице, мы для вас приготовили музыкальный привет. Когда Бог пролетал над землей, крылья распахнув над нами, Он оказался окутан зимой, в местах, согретых лишь снегами. Вокруг туман и крепкий мороз рисует узоры, и он не понял, как сильно замерз, увидев такие просторы. Бог, пролетая над нами, подарил этот танец, чтобы мы всегда искали эти грани. Но подарив этот танец, он осыпал снегами из алмазов наши края. И с тех пор шли года, мы менялись, но одно лишь осталось неизменным: наше богатство, чтоб никогда не забывали, что тогда нам сказали. Ведь мы дети алмазы, дети алмазного края, дети алмазного края, дети алмазного края. Ведь мы дети алмазного края, дети алмазного края, дети алмазного края. Мы дети алмазы, мы дети алмазы, мы дети алмазы, наши дети. Мы дети алмазы, мы дети алмазы, мы дети, и за нами будущее светит. Мы прошли уже нелегкий путь, когда искали 8 граней, и нас теперь не сломать, не погнуть, ведь мы прочнее стали. С годами мы не забыли слова: дети наши алмазы, и бриллиантами будем сиять, ведь мы стали ими не сразу. Бог, пролетая над нами, подарил этот танец, чтобы мы всегда искали эти грани. Но подарив этот танец, он осыпал снегами из алмазов наши края. И с тех пор шли года, мы менялись, но одно лишь осталось неизменным: наше богатство, чтоб никогда не забывали, что тогда нам сказали. Ведь мы дети алмазы, дети алмазного края, дети алмазного края, дети алмазного края. Ведь мы дети алмазного края, дети алмазного края, дети алмазного края. Мы дети алмазы, мы дети алмазы, мы дети алмазы, наши дети. Мы дети алмазы, мы дети алмазы, мы дети, и за нами будущее светит.